Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире утренняя программа «Сидим дома». Ну как вы там? Я надеюсь, что с вами все в порядке и вы в безопасности. В безопасности вы и ваши родные. Как говорят умные люди, во всем нужно искать выгоду и плюсы. Одним из моих плюсов мне показали весы. Надеюсь, что с вами этого не произошло. В этом году для фонда Ильдархана выделено 56 миллионов рублей, и далее в сюжете мы покажем, как правильно подать заявку, как правильно заполнить все разделы. Смотрим. Для подачи заявки на гранты главы Республики Саха-Якутия заходим на сайт grants.yakutia.click и обязательно регистрируемся. При регистрации на указанный вами электронный адрес придет сообщение о подтверждении аккаунта. Перед тем, как заполнить заявку, обязательно ознакомьтесь со всей конкурсной документацией. После нажимаем кнопку «Подать заявку» и заполняем разделы. Заявка состоит из 6 разделов: о проекте, руководитель проекта, команда проекта, организация-заявитель, календарный план и бюджет проекта. Далее выбираем грантовое направление. В грантах Ильдархана их всего 16. Затем выбираем тематику направления. Заполняем все строки раздела, вводим название проекта, географию проекта, цели, задачи и так далее. Перед тем, как заполнить, внимательно прочитайте каждую информацию. Например, в географии проекта вводим первые 2 буквы муниципального района, выбираем населенный пункт и обязательно нажимаем «плюс». В противном случае информация может не загрузиться. При прикреплении документов нужно сначала выбрать файл и нажать кнопку «Загрузить». Не забываем нажимать «Сохранить» после каждого заполненного раздела. Заполнив все разделы, нажмите на кнопку «Просмотреть». Выходит краткая информация заявки и показывает уровень заполненности каждого раздела. Если раздел недостаточно заполнен, нужно вернуться и добавить до 100% информации. Когда вы нажимаете «Подать заявку», выходит ссылка. Нажимаем на эту ссылку и распечатываем форму заявки. Ставите свою подпись, сканируете, прикрепляете файл и нажимаете «Загрузить». В конце нужно обязательно дать согласие на обработку персональных данных. Ознакомьтесь и поставьте галочку. После нажатия кнопки «Подать заявку» отредактировать заявку будет невозможно, поэтому советуем не торопиться и внимательно все проверить. Оплата жилищно-коммунальных услуг – этот процесс всегда является энергозатратным. Как его упростить? Конечно же, перейти в режим онлайн. Как это правильно сделать, мы покажем в следующем сюжете. Это действительно очень полезно, а в наше время еще и необходимо. Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в режиме онлайн в мобильном приложении, либо в веб-версии с компьютера, ноутбука и планшета. Это не только наиболее быстрый и удобный, но и самый безопасный способ оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Оплатить жилищно-коммунальные услуги возможно следующими способами. На портале «Электронная ЖКХ», портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия, через личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ и на сайтах ресурсно-снабжающих предприятий регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, на сайте Почты России и мобильные приложения банков. Взносы на капитальный ремонт можно оплатить на сайте Фонда капитального ремонта. После того, как вы смотрите такие фильмы, как «Форсаж» или «Жажда скорости», ты горишь желанием водить автомобиль. После того, как вы из-за города хотите выехать в город и такси не берет, ты горишь желанием водить автомобиль. Ты горишь желанием водить автомобиль, когда ты ждешь автобус на остановке. Как это сделать и какое время это займет, смотри в следующем сюжете. Для того, чтобы получить водительское удостоверение, гражданину необходимо пройти обучение в автошколе, во-первых, то есть в образовательной организации, где они имеют лицензии соответствующие и заключение от управления ГАИ. Трансмиссии автомат отводится 188 часов, а механики 190. Если кандидат выбрал механику, он может
право водить трансмиссию категории «Б» автомат. Если он выбирает автомат, при получении водительского удостоверения у него будет особая отметка о том, что он может только водить автоматические трансмиссии. Условно мы отучились в автошколе, сдали внутренний экзамен. И что же нас ждет дальше? Если кандидат сдаст свой внутренний экзамен в автошколе, сформированный список с приказом направляется в госавтоинспекцию, и этот список проверяется у нас в базе данных ФИС-ГИБДД. И также мы проверяем медицинские справки на кандидатов, после чего допускают его к сдаче теории. У нас экзаменационный класс работает со вторника по субботу. Кандидаты водители по 10 человек, где они заходят и заполняют билеты. 4 блока состоит билет, это по 5 вопросов. И в каждом блоке можно будет допустить ошибки только 2. Допустит ошибку в одном блоке, ему добавляется 5 дополнительных вопросов, на которых он должен в течение 5 минут ответить. Если он ответит успешно, экзамен будет сдан. Бывает в жизни огорчение, и бывает, что человек сильно волнуется. Что случится, если курсант не сдал? То у нас по регламенту идет срок сдачи, то есть он может сдать только через 7 дней, через неделю. Если вторая попытка ему не удастся, он может также то же самое через 7 дней сдать теорию. В случае провала третьей попытки может сдать экзамены только через месяц. К слову, если сказать, экзамены я все сдал с первого раза, так как мне это было очень нужно, и я очень тщательно готовился. В этом деле самое главное – это самообладание. После успешной сдачи экзаменов по теории кандидат водители сдает экзамен уже на практике. Первый этап – это первоначальные навыки управления. У нас кандидаты сдают закрытые площадки, горка, эстакада, маневрирование, парковка, въезд, бокс и так далее. Если они сдают площадку, они уже автоматом допускаются к сдаче экзаменов уже в условиях дорожного движения, где при вождении курсант должен показать свои навыки управления транспортным средством, должен выполнять четко задания экзаменатора. После успешной сдачи всех экзаменов, так внутреннего, так теории и практики, кандидат водителя зарегистрируется через единый портал госуслуг для получения водительского удостоверения, где от него он заполняет заявление, от него требуется медицинское заключение о том, что он не имеет ограничений здоровья, и оплачивает государственную пошлину в размере 2000 рублей, после чего заполняются определенные соответствующие документы, проверяются все документы кандидата о том, что он хорошо сдал, после чего направляем его в комнату, где его фотографируют, после чего через пару минут он уже может получить свое водительское удостоверение. В среднем для получения прав нужно 3-4 месяца. Вот такой вот порядок получения прав. А как же работает ГИБДД в период пандемии? Согласно указа главы Республики Саха-Якутия 1055 от 17 марта, у нас, сами знаете, то, что по республике введены ограничительные меры. Здесь стоит отметить то, что госавтоинспекция не имеет своей закрытой площадки транспортных средств, и всегда мы использовали учебно-материальную базу автошкол. В связи с этим мы сейчас в данное время приостановили деятельность по приему экзаменов. Экзамены у нас будут возобновлены после снятия ограничительных мер по республике, то есть после снятия режима самоизоляции. Не стоит огорчаться о потерянном времени. Сейчас есть замечательное время подготовиться самим. Есть всякие приложения в телефонах, вы можете их зубрить в свободное время, и вы будете готовы к настоящим экзаменам. Каждый год танцевальная школа Level Up открывает летний лагерь. В этом году они решили открыться в режиме онлайн, и уже в первом сезоне записались 33 участника. В основном все будет так же. 4 отряда, 4 наставника в Zoom будут показывать танцевальные упражнения, будут проводиться всякие игры и тому прочее. Наставники, конечно же, это профессиональные танцоры, а изюминкой лагеря будет знакомство с звездами.
Всем привет, меня зовут Томская Туяра, я руководитель школы танцев Level Up. И с 2012 года мы каждое лето проводим танцевальные лагеря для детей и подростков. В этом году в связи с случившейся ситуацией во всем мире мы решили провести наш лагерь в онлайн-формате. И для нас это... Когда к нам пришла такая идея, нам казалась эта идея очень непривычной. И подумали, что многим не понравится такой формат. Но все-таки мы это сделали. В первом сезоне у нас уже идет первый сезон, и у нас уже 33 ученика из разных городов, из разных улусов нашей республики. Есть у нас ученики Такинского улуса, Вилюйского, Амгинского, Намского, Верхневилюйского, Мирного и даже из города Севастополь. Наш лагерь проходит в обычном формате, как и лагерь. Есть 4 отряда, 4 наставника и приглашенные наставники, которые проводят с ребятами мастер-классы. Это Эрхан, известный исполнитель, экс-участник группы Snow Voice. Катерина Потапова, чемпионка европейских фестивалей по танцам, она тоже встречалась с ребятами и проводила мастер-классы. Также еще у ребят пройдет встреча со мной. Мы будем с ними общаться и также давать мастер-классы. И у каждого отряда прикреплен свой наставник. Это ребята из наших основных составов нашей школы танцев, которые каждый год ездят на чемпионаты, фестивали и даже сами являются тоже победителями всероссийских фестивалей, так что они тоже каждое утро они встречаются в Зуме и проводят занятия. Также мы для ребят придумали тематические задания, которые они выполняют в течение всего лагеря. Наш лагерь, кстати, идет 2 недели, сейчас прошла первая неделя. И в течение этих 2 недель ребята выполняют задания творческие. И также они еще параллельно учатся танцевать, ребята им учат новые движения, они встречаются в Zoom, знакомятся между собой, играют. И кроме того, что ты встречаешься в онлайн-режиме, от обычного лагеря почти разницы нету. У нас в планах также провести 2 и 3 сезон нашего лагеря. В течение всего лета, наверное, мы будем проводить лагеря, пригласим еще разных танцоров разного уровня, всероссийского и, может, даже международного масштаба. Так что мне бы хотелось, чтобы ребята со всей республики, у которых раньше не было возможности приехать в город и посетить лагеря или мастер-классы у таких крутых танцоров, то приглашаем в наш лагерь. Обязательно приходите, мне кажется, это очень круто. Пожелания, ребята, самое время сейчас не просто так сидеть дома, а научиться чему-то новому, что после пандемии, после карантина вы можете для себя начать что-то новое. И мне кажется, это очень интересно, получать новые знания, хотя бы в таком формате онлайна. Сегодня мы с благодарностью и почтением вспоминаем подвиг наших отцов, дедов и прадедов. В далеком 1943 году еще студентом молодой Егор Лебедев ушел на фронт и оттуда уже не вернулся, пропал без вести. В его родном селе Уянди его родственники и односельчане поставили бронзовый бюст в память герою. Об этом в следующем сюжете. В прошлом году по инициативе жителей села Уянди, которую поддержала администрация села и ООО «Ян Золото» в лице директора Реброва Ивана Николаевича, решили поставить бюст нашему земляку на его родине Лебедеву Егору Григорьевичу. В этом году 9 мая мы поставили бюст у себя в селе. Егор Лебедев родился в 19 году, учился в поселке Казачье, закончил его с отличием, и его направили на дальнейшую учебу в город Якутск.
в 1940 году. В 1942 году, 7 марта, он был призван в ряды советской армии и ушел на войну. В 1943-м пришло известие, что он пропал без вести. На сегодняшний день, уже 6-й год, ведутся его поиски, но пока безрезультатно. В поисках нам помогает поисковая группа учащихся Селенянской средней школы. Мы надеемся, что найдем все-таки его жизненный путь, его подвиг, где он похоронен. Несмотря на пандемию, проводятся работы. Вот мы видим этноцентр, который в этом году мы должны провести внутренние работы. Работа ведет ОФОРТ. Надеемся, что в следующем году мы его достроим. Дальше мы видим дом, который строится, новый дом. Этот дом мы строим для Федоры Николаевны Голиковой. Она у нас единственный ветеран тыла. В прошлом году идею строительства дома поддержала тоже ООО «Ян Золото», и который оказывает нам помощь в строительстве данного дома. И мы в этом году должны закончить дом для Федоры Николаевны, в котором она должна проживать. Так что, как бы ни была пандемия, жизнь продолжается, все строится, все идет. Желаю вам здоровья, семейного благополучия. Живя в нашем городе, я задался вопросом, хорошо ли я знаю свой город. Я начал изучать с памятников, ведь каждый памятник имеет свою уникальную историю. Сегодня мы покажем вам памятник Петру Бекетову и, возможно, расскажем то, чего вы не знали. В прошлый раз мой рассказ остановился на памятнике «Вечный огонь». И, конечно же, логично было бы рассказать вам о памятнике Бекетову Петру Ивановичу, что стоит на Московской набережной. Русский путешественник, землепроходец, воевода, исследователь Сибири, основатель не только Якутска, но и таких сибирских городов, как Чита и Нерчинск, а также Жиганска и Алекминска. Родился примерно в начале 17 века. История Петра начинается с 1624 года, когда он поступил на службу государеву стрелком. Далее он изъявил желание стать стрелецким сотником в Дальний Енисейск. В 1628 году он был отправлен енисейским воеводой к забайкальским бурятам, чтобы обложить их ясаком. Бекетов справился с заданием успешно, получил богатый ясак, да к тому же стал первым человеком, преодолевшим ангарские пороги. Здесь, на бурятской земле, Бекетов построил Рыбинский острог. В 1631 году Бекетов снова послан из Енисейска в дальний поход. На сей раз во главе 30 казаков предстояло пройти по великой реке Лене и закрепиться на ее берегах. Известный историк Сибири 18 века Фишер расценил эту командировку как признание заслуг и способностей человека, достаточно много сделавшего для государства. Весной 1632 года отряд Бекетова уже был на Лене. Недалеко от впадения в нее реки Алдан бекетовские казаки срубили небольшую крепость. Этот острог сыграл непроходящую роль во всех дальнейших открытиях, стал для России окном на Дальний Восток и Аляску, в Японию и Китай. Она расположена на правом берегу Лены, ниже современного Якутска на 70 километров. Деятельность Петра Бекетова в Якутии на этом не заканчивается. Будучи приказчиком в Якутском остроге, он отправлял экспедиции на Вилю и Алдан, основав в 1632 году Жиганск, в 1636 году Алекминск. После того, как на смену ему прибыл Галкин, наш герой вернулся в Енисейск. Оттуда в 1640 году повез в Москву ясак на 11 тысяч рублей. В Москве Бекетов получил чин стрелецкого и казачьего головы. В середине октября 1653 года у озера Иргень казаки поставили Иргеньский острог, положивший начало городу Чите. В ноябре 1654 года 10 казаков отряда Бекетова во главе с Максимом Урасовым достигли устья Нерчи реки, где заложили Нелюдский острог, ныне Нерчинск. В Шилкинском остроге Бекетов со товарищами пережили тяжелую зиму, не только страдая от голода, но и сдерживая осаду сбунтовавшихся бурят. К весне 1655 года, наладив отношения с бурятами, отряд был вынужден оставить острог, и чтобы не погибнуть от голода, ушли на Амур. В марте 1655 года бекетовцы сражались с манжурами при Кумарском остроге, имевшим против 500 служилых русских людей 10-тысячное войско. Эти последние сведения мы узнаем из отписки Степанова. Документ датирован апрелем 1655 года. В Енисейск Бекетов не вернулся. Надо думать,
думать, что, скорее всего, он сложил свою голову на Амуре. Имеются и другие сведения о его смерти, но они сомнительны. Если в городе есть река, то обязательно будет и парадная набережная. И какой же еще памятник имеет право на ее украшение, как не скульптура основателя города? Так и на нарядной московской набережной в Якутске 27 сентября в 2007 году воздвигнута портретная композиция праотцу города Петру Бекетову, заложившему первое поселение в 1632 году. Его фигура выполнена из бронзы и воздвигнута на гранитный постамент, символ основательности и на века. Весь комплекс монумента «Дружба» является плодом труда творческого коллектива архитекторов Якут-проекта во главе с генеральным директором Иваном Андросовым. Руководитель творческой группы, автор композиции, скульптор Афанасий Романов, заслуженный деятель искусства Республики Саха-Якутия. Он известен как автор памятников Алексею Кулаковскому, ленским речникам в поселке Жатай, матери братьев Малгиных в Татинском Улусе и других. Петру Бекетову также возведен памятник в Чите. Торжественное открытие было в 2008 году. Далее я передаю слово своей коллеге Екатерине Винокуровой. Не ломайте голову, что смотреть сегодня вечером, она вам в этом поможет. Здравствуй, Максим! Приветствую всех, кто продолжает сидеть дома и делает это с пользой. Я к вам сегодня, как обычно, с очередной киноподборкой. Итак, знакомимся с первой картиной с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Я сбежал, чтобы сойти с проторенной колеи. Университет, работа, брак, дети. Я искал чего-то необычного. Правдивый приключенческий триллер расскажет об экспедиции израильского золотоискателя Йоси Гинзберга в джунглях, где вместо племенных сокровищ неподготовленному авантюристу предстоит встреча с ужасами необузданной природы, как дикого леса, так и темных сторон человеческой души. Ну, вперед! Это последняя граница. Люди... Гинзберг пребывает в полной уверенности, что может выжить в любых условиях, но он теряет бдительность, когда поддается уговорам путешественника Карла исследовать боливийские джунгли. В итоге запасы на исходе, терпение на пределе, а споры о лидерстве в отряде ставят их эксперимент на грань жизни и смерти. Держись, Йоси! Не бросай меня! Я не брошу тебя! Кевин! Недавно среди своих знакомых я провела небольшой опрос и пришла в легкое негодование, поскольку среди них, оказывается, есть те, кто еще не смотрел картину «Лед 2». Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, то вы ничего не знаете о настоящих сказках. По-русски тебе говорю! Чоктау! Выкреп! Джексон! Двойной тулуп! Давно тренируете? В общем, фильм не оставит вас равнодушным, равно как и актерская игра, и саундтреки, которые играют на протяжении всего фильма. Ну а теперь я знакомлю вас с красавицей Адалин, которая родилась в начале 20 века и живет уже более 100 лет, и при этом не стареет. Адалин Мари Боуман появилась на свет 1 января 1908 года. Несмотря на свою долгую жизнь, она так и не смогла найти любимого человека. Однако, наконец-таки, встретила мужчину, ради которого готова стать смертной и состариться вместе с ним. Что из этого получится, узнаете, посмотрев картину под названием «Век Адалин». Знал, что мы снова встретимся. Как такое возможно?
У тебя была долгая жизнь, но ты не жила. Я, наверное, не умею. Ну а на этом у меня все. Остается пожелать вам приятного просмотра. Оставайтесь дома, берегите себя и будьте здоровы. Максим, тебе слово. Спасибо, что вы были вместе с нами. Надеюсь, что вам было интересно. Мы работаем ради вас. Если у вас есть какие-нибудь интересные видео и лайфхаки, вы можете отправить к нам на почту nvk7.doma@mail.ru. Будьте здоровы!